К сожалению, те принципиальные недочеты, которые были уже при формировании бюджета на 2018 год и при его принятии в 2017 году, о которых многие говорили, в том числе депутаты при рассмотрении в Вилтумане, они сегодня всплыли очень четко. Мы видим, что есть большой недостаток средств по субсидиям для коммунального хозяйства. Сейчас предприятиям надо делать завоз топлива, например, так, а субсидии практически не финансируются. Именно не из-за того, что денег у республики нет, а из-за того, что в бюджете эти средства предусмотрены гораздо меньше, чем потребность в них, почти на 9 миллиардов рублей. Ну, в общем, разрыв бюджета не 25 миллиардов, все-таки так, многие говорят об этих 25-30 миллиардов. Я оцениваю его все-таки, что нехватка средств по бюджету в целом где-то у нас на сегодняшний день около 13-15 миллиардов рублей. И, конечно же, мы будем изыскивать эти средства, в том числе и за счет оптимизации бюджета. Но я считаю, все-таки у нас вот тот рост курса доллара, который сегодня произошел, рост цен на нефть, они все-таки дадут некоторый положительный эффект. Но мы его, к сожалению, ощутим-то не сразу, ощутим его, может, в четвертом квартале, так, а жить нам надо сегодня. Поэтому надо будет сегодня нам принимать очень оперативные меры для решения тех краткосрочных задач, в первую очередь по финансированию завоза, по восстановлению от паводка, по выплате заработной платы и отпускных, для того, чтобы, еще раз говорю, бюджетная ситуация у нас была под контролем.